Таджикский народ не может жить без скота. Если построить многоэтажки, то нужно еще выделять земли под хлеб. Условия создать надо, жизнь народа улучшить. Но вот с водоснабжением у нас здесь тяжело. Джамулиддин уже 30 лет живет в единственном 4-этажном многоквартирном доме в поселке Шуамбары в 40 километрах западнее Душанбе. В отличие от соседей и владельцев частных домов, у него нет приусадебного участка, а значит нет возможности иметь сад и огород, завести скотину и домашнюю птицу. В Таджикистане в сельской местности для большинства жителей земля – единственная возможность прокормить свою семью. Джамулиддин, его жена и дети живут только за счет его заработков за границей. Мы должны составить план строительства для поселков. Если сегодня на 12 сотках живут 2 семьи, то мы посчитали, что на этой же земле, если построить многоэтажки, можно разместить от 40 до 48 семей. Работы на селе почти нет. Сельские жители, даже те, у кого есть свой кусок земли, буквально выживают. Несмотря на это, таджикские чиновники решили, что в кишлаках нужно строить именно многоквартирные дома до 9 этажей. 93% площади страны приходится на горную местность, и землю якобы нужно экономить. За последние 25 лет под жилищное строительство в сельской местности было выделено более 120 тысяч гектаров земли, что почти в 2 раза больше, чем за 70 лет советской власти. В сельской местности у нас многодетные семьи, и нормальную жизнь им обеспечивают только приусадебные участки. Каждому человеку нужен приусадебный участок, обязательно огород, выращивать овощи, чтобы были фруктовые деревья. При традиционно низких зарплатах в сельской местности именно земля помогает выжить этим людям. Эксперты считают, что без частных домов и приусадебных участков уровень жизни в сельских регионах резко снизится. А если и строить там многоквартирные дома, то не более 3 этажей. При этом все равно придется выделять минимум по 4 сотки земли под хозяйство. Нельзя не учитывать опасность землетрясений. Здания строятся у основания холмов и гор. Решение этих проблем потребует больших расходов. Строительство сопряжено с большими сложностями. Отопительная система, водопровод с питьевой водой, канализация, система очистки сточных вод. Такие у нас особенности городов. Плюс это очень дорого. Ни в ближней, ни в дальней перспективе. Вопрос строительства многоэтажных зданий в сельской местности вообще не должен подниматься. Эксперты говорят, что многоэтажные и многоквартирные дома, если их строить согласно всем стандартам и учитывать сейсмичность Таджикистана, получатся практически золотыми. Такие квартиры попросту никто не купит. Может получиться, что цена на это жилье даже будет выше, чем в крупных городах, в том числе и в столице. Однако решение уже принято. Правда, реальных сроков начала строительства пока нет. Анушер Арипов, Фарзон Машарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.